ходе рабочей поездки по району исполняющий обязанности вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, кроме Илишевского элеватора, посетил еще один крупный инвестиционный проект, реализуемый на территории района. Как известно, общество с ограниченной ответственностью «Племзавод Урожай» ведет строительство нового молочного комплекса на 1600 голов. Фермы строятся по новой технологии. Вместо крыши утепленный тент, бетонные стены с утеплителем, в полы монтированы трубы отопления. Подрядчики проекта Илишевская РТП дают гарантию, что полотно тента прослужит более 25 лет. Это нам общее со скотом, всеми электричествами, всеми дорогами обходится на 475 миллионов. Так, основно строит Илишевский РТП, только илишевцы. Это комплекс строит только илишевцы. Здание наружной часть, вот тентовые сооружения, металлоконструкция, все стены, это строит, все бетонные работы строит Илишевский РТП. А все оборудование, животновские оборудование, все это тоже Илишевский, у нас есть Илишево металл. Илиш-агромонтаж? Илиш-агромонтаж, да. Они все эти наружные части, принадлежности, все они делают. Здесь чужого ничего нет, кроме доильного зала. Доильный зал мы купили из израильский, остальные все, можно сказать, илишевские. Завершится на следующий год, к осени, это полный объем будет работать. Здесь будет дойных 1200 коров и сухостойных, там 200 и телятник. Общее поголовье рассчитано на 1600 голов. А сколько рабочих мест остается? Рабочий мест у нас планировано там 12 человек. Еще весной здесь было чистое поле, но уже на сегодняшний день построен один коровник и доильный зал, а также проложена необходимая инженерно-техническая инфраструктура. На стадии завершения второй коровник. Исполняющий обязанности вице-премьера в свою очередь подчеркнул, что такие проекты будут тиражироваться на территории всей республики. Очень интересный, хороший инвестпроект. И после зимовки, это, наверное, следующая весна, мы увидим, каким образом этот проект работает в жизни. Здесь у нас тентованное, хорошее оборудование. И все, что здесь сделано, произведено в Илишевском районе. Это что очень важно. Все оборудование, кроме вот управления стадом. Управление стадом – это достаточно такая сложная система, которую мы все-таки выбрали израильский проект. Потому что в мире достаточно много разных проектов. Сегодня скот здесь стоит, идет отел, идет дойка. Мы уже видим, что первотелки в сутки уже 25-26 литров дают. Это очень хорошо, потому что любой инвестпроект, который у нас сегодня реализуется, должно на фуражную корову давать, каждая корова должна минимум 26 литров. В этом случае у нас получилось просубсидировать, это непосредственно сам скот, это 50 тысяч рублей на одну голову, это 50% доильного зала и 50% вот той конструкции, которая сегодня есть. Это так называемое временное сооружение, тентовое, срок эксплуатации 25 лет. Этот проект уникален тем, что он будет дальше тиражироваться. Уже достаточно много наших аграриев пришли, посмотрели. Вот в моменте эксплуатации мы еще будем достаточно много экскурсий делать и будем этот проект тиражировать. Он является одним из дешевых проектов, которые есть на территории Российской Федерации. К осени следующего года в хозяйстве планируется ввод в эксплуатацию третьего коровника корпуса сухостойных коров и телятника. Когда комплекс заработает в полную силу, планируют производить 13 с лишним тысяч тонн молока. Также исполняющий обязанности министра сельского хозяйства ознакомился с ходом строительства цеха по производству комбикорма на территории того же предприятия. Далее Ильшат Фазрахманов проинспектировал ход строительства комплексной компактной застройки «Юбилейной» в селе Карабашево. Здесь уже готовится к открытию спортивно-культурный центр и детский сад «Подсолнух», рассчитанный на 50 малышей, построенные в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Благодаря тому, что наш проект прошел защиту Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и обрел путевку в жизнь. Это в прошлом году? Это в прошлом году было, да. До этого мы защищались Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, потом в Москве Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Далее объект был включен в перечень, и таким образом нам было открыто финансирование. После того, как прошли торги, мы в конце августа месяца начали объект, и вот в текущем году, буквально
наверное, в течение 10 дней будем завершать и вводить в эксплуатацию данный объект. Все надзорные органы предполагали на закрытие детский сад, и вот теперь он всем нормам соответствует. Здесь не было спортивного зала для занятий детей, вот он появился. Кроме того, появились и зимние виды спорта благодаря этому комплексу. Кроме того, Сколько рабочих мест будет создано? ну, здесь будет дополнительно создано к имеющимся буквально 6-7 новых рабочих мест. Общая площадь застройки нового микрорайона составляет 23 гектара. Кроме социальных объектов, здесь выделены 65 участков для жилищного строительства. Проведены все необходимые инженерные коммуникации. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».